Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на ноябрь 2020 года для близнецов. Будем делать прогноз на МАК-картах. Вот такая карта вам выпадает на месяц, дорогие близнецы. Карта говорит о том, что у вас будут какие-то обязательства, которые трудно будет выполнять. То есть вы будете находиться в постоянном, в постоянной суете, в постоянном поиске решений. Вы будете связаны обязательствами по рукам и ногам. Вы будете постоянно кому-то помогать или пытаться решить какие-то свои вопросы. Да? То есть вот здесь действительно может быть ситуация какой-то путаницы, да? Путаница с документами, путаница с какой-то информацией, или может быть путаница в отношениях, допустим, да? Никак не можете понять друг друга, никак не можете договориться, никак не можете разобраться, кто за что отвечает, кто прав, кто виноват. Ну и вообще руки у нас, они как символ заботы, да, то есть, может быть, не хватает заботы, не хватает возможности, допустим, вам оказать заботу, внимание своему близкому, да, или у него нет возможности, все в делах, все в заботах, и нет совершенно времени на то, чтобы уделять внимание друг другу. Но с другой стороны, как бы это жизнь, да, это все каждодневное, от этого никуда не деться, и вот это нужно понимать. А еще также могут быть ситуации, когда вы, допустим, хотели бы побыть в одиночестве, да, а это невозможно. Допустим, вы вот поставлены в такие обстоятельства, в такие ситуации, что не можете просто побыть в одиночестве, это может очень напрягать, тяготить. И здесь еще, как из этой ситуации выйти, да, карта говорит о том, что нужно опасаться агрессии. То есть если вы, допустим, поставлены в какие-то жесткие рамки, ни в коем случае нельзя проявлять агрессию по отношению к своему партнеру, для того, чтобы не усугублять ситуацию. То есть партнер не виноват в том, что как-то вы себя не очень хорошо чувствуете, да, некомфортно. Это как бы жизнь так сложилась, и здесь нужно проявить максимум терпения, уметь договариваться, да, находить какие-то компромиссы и все-таки давать себе возможность побыть в одиночестве. Ну и, конечно же, не допускать ни в коем случае, чтобы вас кто-то обижал. Это нужно сразу прекращать и пресекать. Отношения давайте посмотрим для тех, кто в поиске партнера. А здесь может быть знакомство, можно оказать человеку какую-то помощь, да, или, допустим, вы вместе учитесь или на каком-то форуме общаетесь, да, и вот вы можете там познакомиться, допустим, человек задаст вопрос, вы ответите, какую-то помощь окажете, и вот есть возможность завести знакомство. Для тех, кто в паре. Здесь может быть ситуация, когда один из партнеров требует к себе повышенного внимания, и, может быть, это трудно для второго партнера, да, то есть, или, допустим, один из партнеров хочет постоянно какого-то общения там с друзьями, с людьми из близкого круга, с соседями, да, а вам, может быть, этого совершенно не хочется. И вот здесь вот могут быть расхождения, когда один человек ставит свои интересы выше, чем интересы своего партнера. Ну и здесь также может быть и ситуация, когда вы действительно заслуживаете какого-то, как сказать, какой-то похвалы, да, на какой-то награды, и, может быть, у кого-то это будет какой-то праздник, может быть, какое-то там завершение проекта, сделки или еще что-то такое, да, когда вас прям будут чествовать, может быть, соберутся там друзья, родственники и так далее, тоже такая ситуация может быть. Для тех, кто в ссоре. Но здесь вот вы можете быть просто на ножах, да, то есть очень сложно помириться, когда каждый друг друга пытается обвинить и себя считает, допустим, правым, и считает вправе себя, как бы нападать, да, скажем так, вправе. Но в то же время, если, допустим, вас обижает партнер, говорит какие-то резкие, колкие слова, то нужно себя защищать, то есть не нужно этого позволять. То есть для примирения не очень хороший месяц. Можно там еще больше даже поссориться, усугубить как-то отношения. Работа. Для тех, кто в поиске работы, очень хорошая карта, которая говорит о том, что вы найдете
что давно искали, причем очень даже неожиданно. Для тех, кто работает, посмотрите, карта клад, да, когда вы действительно можете либо получить крупную сумму денег, либо какой-то очень выгодный контракт, который вот может принести хорошую прибыль, или, может быть, вы как-то сможете открыть в себе какую-то способность, которую нужно развивать, которая в дальнейшем может привести вас к хорошим финансам. Вот. Либо здесь как бы намек на то, что нужно учиться развивать свои способности для того, чтобы хорошо зарабатывать, хорошую работу иметь. Но для этого нужно постараться, да, вот лопата копать. И причем тут только личные ваши усилия. Вот сколько вы вложитесь, столько и получите. Да, вы можете постараться, как бы подарок будет от судьбы более значительный, чем вы вложились, но все-таки сначала ваш труд. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта говорит о том, что вы можете прям оказаться как бы под струями финансовыми, да, то есть может быть ситуация, когда будет много информации о том, как вы можете заработать. И вот самое главное здесь воспользоваться, да, тем, что вам дает жизнь как возможность, как ситуацию, как шанс. Ну и, конечно же, здесь важно быть как бы чистыми, то есть по закону действовать, да, ни в коем случае не нарушать его, чтобы не было проблем. Ну и учиться, опять же, у нас вот это водопад, он символизирует не только деньги, да, но и информацию, которая способствует зарабатыванию денег. Финансы для тех, кто на зарплате. Карта говорит о том, что будет очень много трат на дом, на семью, и, возможно, даже будет не хватать вот на себя средств. То есть, ну, как бы с деньгами здесь не очень как бы шикарно, да, но, в принципе, на все, на самое необходимое должно хватать. А для тех, кто своим делом зарабатывает, вот возможности есть, но пока может быть в финансах сложности. То есть для того, чтобы деньги заработать, нужно еще как бы приложить усилия и время выждать и все прочее. Но самое главное, вы здесь можете просто отчаиваться и упускать какие-то шансы, которые идут к вам в руки. Допустим, какие-то ограничения есть, ну, допустим, даже связанные с пандемией, да, и вы просто как бы ждете, когда вы можете вот традиционным способом зарабатывать, а время уходит и возможности даются. То есть вот здесь нельзя вот в этом состоянии находиться, нужно реагировать, нужно искать. Здоровье. Для близнецов замечательное здоровье, выздоровление и укрепление иммунитета, но также это и желание, знаете, как-то подальше от общества быть, уединиться, или, может быть, это как рекомендация, да, что нужно быть подальше от толпы для того, чтобы здоровье было хорошее. Итог месяца. Карта говорит о том, что вы можете вот именно в этом месяце выйти в какую-то новую реальность. Это может быть новый какой-то уровень в отношениях, это может быть новая работа, и в финансах может быть какое-то улучшение, а может быть лучше начнете себя понимать. Или, допустим, какие-то свои страхи нащупаете, да, и можете их там проработать. Но в любом случае какое-то улучшение, то есть то, что вы раньше считали нереальным, невозможным, оно вдруг может начать реализовываться в этом месяце. Всего вам доброго, до свидания.